На 2 дня Уфа стала центром боевых искусств. Сегодня в столице стартовали первые в истории Евразийские студенческие игры. Порядка 600 спортсменов не старше 25 лет приехали из Узбекистана, Казахстана, Кыргызстана и других стран мира, чтобы выявить сильнейших в айкидо, тайском боксе, кикбоксинге и карате. Победители и призеры игр получат право на участие в финальном этапе, который пройдет в Москве в середине декабря. В продолжение темы материал нашего корреспондента. Привет, Уфа! Сказали более 500 спортсменов-студентов, которые приехали сегодня в столицу Башкортостана. Уфа принимает первые Евразийские игры боевых искусств среди студентов. В первую очередь благодаря активистам Аграрного университета и республиканскому филиалу Российского союза боевых искусств, которые выиграли грант на проведение спортивного форума. Я рад за Башкирию, я часто сюда приезжаю и хочу сказать, вот в самом деле единоборцы России сюда тянутся. Иногда думаешь, почему? Ну, видимо, сама обстановка, сама аура, сама организация говорит о том, что, наверное, пока лучшего места, чем Башкирия, для этого нет. Каждый участник делегирован своим учебным заведением. Заявка идет не от спортклубов, не от федерации, а именно от вузов, от СУЗов, от школ. Так что каждый участник представляет именно свое учебное заведение. Соревнования проходят одновременно на 2 спортивных площадках Аграрного университета. Сильнейшие определяются в 7 видах спорта, в том числе и самбо. Знаешь ли ты, что самбо это больше, чем простая борьба? Именно сегодня отмечается 80-летие самбо, один из видов соревновательной программы. Наряду с исконно российским видом спорта японское айкидо, тайский бокс, всестилевое карате не обошли и традиционную для республики борьбу на поясах. Ренир Хасаншин из Октябрьского едва одолел соперника. Настолько серьезная конкуренция. Бой был тяжелый, не очень быстрый, как думал. Но пришлось потягаться с ним. Опытный соперник. В итоге выиграл. Не удалось выиграть Шатваю Каримхану из Казахстана. Спортсмен переоценил свои силы и едва смог войти в тройку сильнейших. Нормально вышел прием с колени, он вот победил. Я рассчитывал на первое место, сейчас только получил 3-е. Жаль. Лилия Сафина за 3 года занятий айкидо выполнила нормативы на оранжевый пояс. А вот соперница оказалась более опытной. Но девушка не расстраивается, а наоборот планирует больше тренироваться. Как раз таки это то искусство, которым стоит заниматься девушкам, потому что оно учит владеть своим телом, действовать плавно, чувствовать людей. Как раз у девушек оно получается лучше, потому что у нас от природы чувствительность более такая повышенная, лучше, чем у мужчин. Поэтому именно для нас это искусство, наверное, одно из самых подходящих среди всех боевых искусств. Одним нравится гармоничное айкидо, другим дерзкий кикбоксинг, третьи предпочитают амплитудные броски борьбы на поясах. На студенческом форуме боевых искусств скучать не приходится ни участникам, ни болельщикам. Соревнования продолжатся и завтра. Для победителей и призеров они не завершатся. Им предстоит побороться на турнире в Москве. Татьяна Никанорова, Равшан Артыков. Новости Уфа.